Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса. Об этом сообщили организаторы поединка. Поединок пройдет в боксерских перчатках. Будет 4 раунда по 3 минуты. Ранее стало известно, что Емельяненко и Кокляев уже подписали контракт на бой. Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. Кокляев начинал свою спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях «Стронг». Однако он никогда не выступал в единоборствах. Бой планируется уже на осень. Московский «Спартак» в гостях со счетом 5-2 победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Во втором периоде спартаковцы забросили 4 шайбы за 5 минут. «Спартак» одержал первую победу в гостях над «Локомотивом» с сентября 2013 года. Тогда столичный клуб победил в серии буллетов со счетом 2-1. Всего команды провели между собой 70 матчей в российских турнирах. «Локомотив» одержал 39 побед. «Спартак» победил в 25 матчах. Еще 6 встреч завершились в ничью. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо» 6 сентября. «Локомотив» в этот же день примет нижегородское «Торпедо». Мужская сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на Кубке мира в Китае, уступив команде Аргентины со счетом 61-69 в заключительном матче предварительного этапа. Встреча прошла в китайском Ухане. Самым результативным игроком матча стал аргентинец Факундо Кампаццо. У россиян больше всего очков набрал Андрей Зубков. Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд. На предварительном этапе они одержали победы над командами Нигерии и Южной Кореи. По итогам Кубка мира 7 команд завоюют олимпийские лицензии на игры 2020 года. Московская «Динамо» дома переиграла одноименную команду из Минска со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на ВТБ-арене. 40-летний нападающий хозяев Максим Афиногенов вышел на лед впервые с 24 сентября 2018 года, когда он получил травму в матче против казахского Борыса. А 19-летний нападающий гостей Андрей Павленко дебютировал в матчах КХЛ. В пятницу московская «Динамо» сыграет дома со столичным «Спартаком». В тот же день минская «Динамо» на выезде встретится с Сочи. В Берлине стартовал главный турнир сезона по киберспортивной дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Участие в чемпионате приняли 24 команды со всего мира, которые разыграют призовой фонд в размере $1 миллиона. Сегодня начинаются матчи плей-офф на Mercedes-Benz-арене. Вместимость 17 тысяч зрителей. По словам организаторов, все билеты были раскуплены за месяц до события. После отборочных встреч 8 команд разыграют титул чемпиона и большую часть призового фонда в плей-офф по олимпийской системе. В число финалистов попала украинская организация «Нави», выступающая под российским флагом, в состав которого входят 3 представителя России и 2 с Украины. Ближайший матч «Нави» пройдет против фаворитов турнира американской команды Energy завтра в 22:00 по местному времени. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.